Дети и учителя – два слагаемых на свете, потому что там, где дети, начинается земля. Начинаются проблемы и приходят непременно к детям их учителя. Методическое объединение учителей естественно-математического цикла школы-лицея номер 14, в состав которого входят 14 учителей, из них 4 педагога-исследователя, 3 педагога-эксперта и 4 педагога-модератора, а также 2 магистра технических наук. Наша секция работает над методической темой применения технологий для повышения эффективности урока и качества знаний в системе мониторинга образовательного процесса в школе, целью которой является создание единой системы мониторинга и контроля качества образования в школе. Основные направления работы методических заседаний – работа с учениками, работа с учителями, профессиональный рост учителей, организационно-методическая работа, работа с одаренными учащимися, контроль, диагностика. Современный мир нельзя представить без информационных технологий. Компьютерные технологии используются везде, во всех сферах жизни и деятельности человека. Применение ИКТ способствует увеличению интереса и формированию положительной мотивации обучающихся. Каждый урок должен содержать что-то, вызывающее удивление, изумление, восторг у наших ребят, то, что они будут помнить, когда забудется все. Это может быть игровая ситуация, интересный факт, неожиданное открытие, красивый опыт, нестандартный подход к чему-то известному. Это и есть изюминка урока. Пройдет много лет, а дети говорят: «А вот помните, мы говорили о том-то». Как бы нам, учителям, не хотелось, чтобы ученики добывали знания осознанно и самостоятельно, но и в этом процессе их нужно вести или направлять. Елена Ирвахитовна при изучении нового материала старается добавить увлекательные элементы проблемного обучения, поисковых, исследовательских применений компьютерной технологии, при тесной связи изучаемой жизнью, привлечении исторических фактов. Во всем цивилизованном мире общество пришло к пониманию, что в соответствии с моралью, требованием социальной справедливости, дискриминация детей в образовании недопустима. В настоящее время в нашей школе обучается 12 учеников с особыми образовательными потребностями и 3 детей надомного обучения. На заседании секции Бекеева Шара Алмашевна поделилась опытом работы по инклюзивному обучению. Используя представленные методы и приемы работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями, можно добиться повышения познавательной активности, развивать их творческие способности, активно вовлечь их в учебный процесс, стимулировать самостоятельную деятельность, тем самым повысить эффективность качества обучения. Математика является очень значимым, но достаточно сложным предметом в школе, и обучить математической грамоте необходимо всех. Самат Ликесович, Адема Тугеловна, на своих уроках применяет одну из форм обучения математики – лабораторно-графические и практические работы. Мы считаем, что при изучении математики лабораторные и практические работы необходимо проводить регулярно, что способствует развитию у учеников наблюдательности, воображения, а также графических действий, что наиболее ценно при изучении геометрии, некоторых тем курса математики и алгебры в школе. Одной из современных технологий контроля и диагностики учебных достижений учеников является тестовая технология. В наши дни существует много видов тестов, поэтому дать универсальное определение для всех этих видов вряд ли можно. В своей практике преподавания Серикбаева Айнур Кабидулаевна использует тесты на различных этапах урока. При проведении занятий разных типов, в ходе индивидуальной, групповой и фронтальной работы, в сочетании с другими средствами и приемами обучения. На заседании секции она поделилась тестовой программой ZipGrade, ресурс, который помогает создавать тесты и проверять их. Программа дает возможность моментальной проверки и выставления компьютером отметки за выполненную работу. Как бы ни развивалось общество, учитель всегда будет выполнять высокую миссию – нести и передавать знания предыдущих поколений последующим, воспитывать достойных граждан своей страны.